число? 8, да? 7. 7 было уже вчера. Или 8. Не знаю, я уже... Да, мы уже запутались в числах. Ну, в общем, какое-то июня, 8 число. Мы выезжаем из города Тюмень и держим путь на Уфу. Проездом проедем Челябинск, надеюсь, быстро. И доберемся до Уфы. Ну, будем ехать, скорее всего, сегодня до Талова. Утро нас встретило ветром. Температура 12 градусов. Солнце есть, но холодно. Люди вот оделись во всякие, ну, не пуховички, конечно, но в курточки, кепочки. Так, это мы одни тут бегаем в шортиках. Печку включили себе тут и сидим, радуемся в машине. Ну, в Тюмени нам, конечно, понравилось. Очень красивый город. Действительно очень красивый. Все, прощаемся с Тюменью. Выезжаем. Это кольцо. Вот такие кольца надо в Якутске строить. Через 1,5 километра. Хотя здесь вот тоже уже продавленный асфальт. Все равно. Наше расстояние отошли. Красотища полная. Асфальт то ли новый, то ли он такой не портится у них, я не знаю. Так, вот надо было. Это что, какая-то неизвестная заправка. Подождем до Газпромнефти и на ней заправимся. ГАЗ 2580. Они туда едут? Что, позвонить, сказать, что на поправку? Да нет. Нет? Не надо. Это какая малая? Вот, выехали уже, окончательно выехали из Тюмени, поселка, который после Тюмени шел. Заправились на Газпромовской заправке и двигаемся дальше. На Газпромовской заправке есть ГАЗ 25-60, да? Да, 25-60. То есть, в принципе, даже дешевле 26 рублей. Вполне адекватная цена. Ну, тут и бензин дешевле, поэтому насколько на газе экономичнее ездить в этом регионе, я даже не знаю. Вот такая вот, то солнце, то солнце за облака зайдет. Для путешествия самое то. То есть, когда не жарко, прохладненько на улице. Комфортно. Исетский район начинается. Область неизвестна, Тюменского или нет, но район уже Исетский. А? Сфоткала, говорю, грязное стекло. Нет, не хочу. Кругом леса, дорога в лесу. Красивенько, дорожка ровная, катимся потихонечку. То слева, то справа попадаются деревеньки. Проезжаем. Ну, большинство не деревеньки, конечно, уже коттеджные поселки. Все новострой, все красиво смотрится. Круговое движение. Инструкторы сейчас в Тюмени уже отмахали 80 с лишним. Почти 90 километров. Так.
Короче, я просто хотел поворот. Вот. Странно как-то, там вроде на курган-то стреляли. Да. Туда Шадринск. Туда точно Шадринск? Шадринск стрел. Но оно меня ведет туда. Курган. Исетская. А, нам на Курган-то не надо. Вижу. Ну все. Сейчас через него проедем. Не спеша так. Посмотрим. Вот здесь 92-й, 44, 70. Бензин. Тут даже в этом поселении, в селе, да, вот тоже какой-то ДНС есть. Там продается магазин низких цен. А ДНС, по-моему, везде есть, по всей стране вообще. Ну что я вам могу сказать? Исетское это большое поселение. Такие домики. Это что-то смотрите. Шадринск. Шадринск? Ну, вообще-то, да. Нет, это направление на Шадринск было. Мы же заехали в Исетское и едем на Шадринск. Вот, и новострой есть, в принципе. Так, нормально, симпатично. Какая-то заправочная станция, что ли? Что это? Это автомойка, диагностика шин. Шиноремонт. Опять же, заправка. Нормально. И вот уже следующий поселок, там через 7 километров Новиково. Так это мы его как-то проехали, а он еще в ширину там очень-очень, по-моему, широкий. Да, Исетская. Исетского дорога испортилась. Дорога идет на Шадринск, 116 километров расстояние между этими населенными пунктами. Ну как она испортилась? По ней можно ехать 90, да. То есть, как бы можно, но она не такая комфортная, то есть автомобиль выше, ниже становится, там, не знаю, короче, дергается на дороге. А так, в принципе, нормальная дорога, но уже не такого качества, как дороги, по которым мы до этого ехали. Вот мы въезжаем в Курганскую область. Прямо на разрыве, получается, как раз сделали заплатку. Сразу исчезла разметка. Но тут дороги, правда, что не айс. Да и скакать по этой беде не очень охота. То есть какое-то количество километров дороги нам придется проехать вот именно в таком режиме. Там даже пыль. Короче говоря, не айс. Вот это вот расстояние между... Ой, я даже не знаю, как здесь ехать. Ну, в общем, вот так вот-то. Едем дальше. Ограничения скорости, скорее всего, не нужны, потому что вот, едешь и... Ну, смысла нету. Не разгонишься. Да, не разгонишься никак. Хотя вот здесь можно, здесь кусочек видно новой дороги. Ну, как новой? Она относительно, но на ней уже не один слой асфальта стерся. А нет, находятся люди, которые вот прям надо быстро-быстро ехать. Знаки затертые, на них ничего не видно. Вот вообще читаемые это знаки или нет? Вот селение Мостовое. Тренируешься, да? Вот такие вот тут дороги. Почти Бердюжье. Короче говоря, походу вот этой вот дороги никак не избежать. Может быть, если, конечно, поехать через Екатеринбург, может быть. Но опять же, там мы не ездили, когда от Екатеринбурга до Челябинска потом ехали. Может быть, там тоже дорога такая, так себе. Ну что, мы продолжаем ехать. Не ехать же назад из-за этих ям. Чуть медленнее, чуть-чуть поделаешь. Колхоза, судя по всему. Не знаю, что оно означает. Стрелка вниз и красный флаг, и серп молот. Звезды только не хватает. И трое выстроились. Вот так вот бывает. Ну, короче, дорога, такая. Не заснешь, короче. Нормально, слалом устраиваем по дороге. Ну, соответственно, тут машин почти нету. Все это самое, как бы, таким путем почему-то не ездят. А нас навигатор повел. А мы когда видео смотрели. А по этой дороге никто не ездит. Все едут до Екатеринбурга.
там это самое съезжает. Но там тоже говорят, что от Екатеринбурга до Челябинска, короче, все дороги, которые ведут в Челябинск, они все не камильфо. Поэтому, ну вот мы одну из них выбрали. Зато никого нету. Вот мы едем по новостроящейся дороге. Ну как новостроящийся? Ремонт, короче говоря, реверсное движение. Шадринский район. Надеюсь, здесь все будет по-другому. После кругового движения мы выехали на другую трассу. Не помню, какая она там, R какая-то. Вот уже совсем другой разговор. Ровненько, разметочка, знаки стоят. Ответвление на деревне, на поселке. Ехать просто приятно. Интересно, дорога прямая, как палка. Стрела. Вот просто прямая. Не поворотом. Вот сколько ее видно, столько она прямая. Сколько проехали, ни одного поворота не было. Я так подозреваю, что 26 километров до ближайшего кругового движения она такая, еще и дальше пойдет прямая. Вот мы въезжаем в город Шадринск. Он еще далеко. Но близко здесь. Также табличка. Ценник на бензин уже 43,35. Вот там Шадринск. Ну, как деревня, кажется. Большая. Город, скорее всего. Да? Обыкновенная деревня. Одноэтажная. Я больших домов не наблюдаю. Дорога, конечно, подубитая. Подушатанная. Вот так вот побеленные деревья, что это? Дубы, наверное, да? Как они называют? Да, дорога, конечно, вообще капец. Крайне. Нет, вот вру. Вот есть, короче, 4-этажные или даже 5-этажные здания. Так, зеленый городишко. Также, в принципе, не обустроенный получается. Вот. Плиты на обочине, тротуаров нету. Как пешеходам ходить, не знаю. В Шадринске есть река. Вот мы на мост въехали. Река, я так и не прочитал название, потому что его не было. Пока без названия. Да, пока без названия. Судя по всему, мы уезжаем из города. Выехали из Шадринска до Челябинска 200 километров, осталось чуть-чуть меньше, чем 200. Дорожка пошла ровнее. Скоро будет, наверное, Челябинская область, как там раньше, Челябинский район. Счастливого пути, это нам Шадринский район передает привет. Выехали из Курганской области. Сразу появились нормальные дороги, больше сейчас не кидают из стороны в сторону. Ну, где-то, может быть, есть небольшие трещины, но это не смертельно совершенно. И даже пейзаж поменялся. Немножко, но несущественно, но поменялся. Так что Курганская область, я так понимаю, не славится хорошими дорогами. Так, мы остановились в каком-то поселке. Сейчас посмотрим, сейчас скажем. Русская Теча. Поселок. Деревня, скорее всего. Вот мы остановились в поселке Русская Теча. Ну, перекусить. Тут магазин. Трасса, короче говоря. Так вот все выглядит. Сквозь поселок проходит трасса. И все. Закусочная, домашняя кухня. Впервые мы на 250 рублей втроем кушаем. Мы кушаем. А посмотрите, такой. Я сама сделала. Сама сделала. Да, такой квас. С чаем. Русская Теча. Ну вот здесь красотища. Деревья стройные, высокие.
Смотри, мы только что повернули, надо было прямо, если бы хотели в Мясское. Ну, навигатор нас ведет по сюда. Дорога на Челябинск именно вот здесь пролегает. До Челябинска осталось там, по-моему, меньше 40 километров, кажется. Мяс. И сразу знак 70. Не мясо, а мясо. Мясское. И сразу знак 50 еще. Нам осталось 8 километров 600 метров до Челябинска, вернее не до Челябинска, а до обходного обход Челябинска, как он пишет. Трасса Е30. Сейчас качество резко сразу прямо улучшится качество дороги. Копейск, 20 Копейском, в принципе, мы тоже его проезжать будем, потому что с правой стороны будет Челябинск, и тут же справа еще Копейск. То есть обход Челябинска, он такой большой. Ну и по километражу, и довольно-таки широкий обход, в принципе, что хорошо для большого города. Вот так вот едем. Проехали заправку, там есть газ, цена 23,90. То есть на уровне Иркутска, в принципе. Сейчас, наверное, стендик будет, фуры загораживают. Да, газ 23,90, 92, 43,05. Ну вот мы и добрались до Челябинска. Всем челябинцам большой-большой привет. Вот, поворачиваем направо на разведку. Что, Челябинск? Мы до тебя доехали. Кстати, привет этим парням, которые из Челябинска, которые выпускают канал Автослама. Нет, если вдруг вы будете меня смотреть, вам привет. Я вас смотрю. Так, вот у нас стенд. Уфа, 434 километра. Нам туда, кстати, сегодня надо попасть. Едем. И увидели озеро с правой стороны. Огромное озеро. Название я вам сейчас не скажу, потому что за рулем нахожусь как бы. Это получается в стороне Копейска. Да, в стороне Копейска. За этой коптилкой из Казахстана. Она нас уже одолела. Она просто очень вонючая. Да, она просто вонючая. Не в обиду будет сказано. Ну, просто медленный коптится. Свежий воздух пошел. И внедряемся. По-моему, это четырехполосная. Должна быть уже дорога. Опять Вознесенка. Вот. У каждого города, походу, есть деревня-спутник Вознесенка. Нормально так катимся. Я думаю, до Уфы все равно докатимся. Едем до Уфы по бетонке. Прикольно, конечно, но как-то звуки, которые отражаются от бордюров, от отбойников, какой-то свист получается. То есть, то нету, все зависит от покрытия. Вот единственное, что мне не нравится, это потому что солнце постоянно тебе светит в лоб. Короче говоря, до Москвы остается 1800 километров. Вот первые показатели уральских гор. Вот и кончилось счастье. Пошла обычная дорога. По дороге, на обочину, если смотреть, то попадаются уже такие скальные каменюки. Ну, сразу видно, что поток встречный просто такой нормальный. Ну, сейчас мы упремся, конечно, все равно в ближайшую фуру и будем долго-долго за ней ехать. Как всегда тут бывает, тут по-другому не получится. Если бы еще 4 полосы было, можно было бы там как-то отгонять, а 2 полосы, это с таким встречным потоком это нереально. Ну
Вот, и тут уже обгон запрещен. Ну, все как мы любим. По-другому на этой дороге никак. Вот они, первые горки, если видно на камеру. Все исписанные краской. Вот я не знаю, для чего это делать. Исписывать. Здесь был Вася, здесь был Федя, здесь была Оксана. Вот и год еще подписывать там, и город свой. Как это? Зачем? Ну зачем? Прикольно? Ну, внешний вид же портится, как в обоссанном подъезде себя чувствуешь, где все стены исписаны. Нет, я сторонник того, что такие вещи делать не надо, не стоит. Ну вот хороший камень, и, пожалуйста, Самара. А при чем здесь Самара? Там, по-моему, возле Златоуста будет этот рынок, после Златоуста, где там всякие самовары, самогонные аппараты, там все сейчас в основном самогонные аппараты. Мы крайний раз ехали, их там было не так много. Сейчас, вот прошлый год я какое-то видео смотрел, просто море, ножи, малахитовые шкатулки и самогонные аппараты, все у них. Какие хочешь. А там правильно, Челябинский завод бытовых приборов туда поставляет это все в неимоверных количествах, вернее они скупают там, привозят туда и продают за местное. Раньше всякие безделушки там продавались, ну, море всего, а сейчас там и оружие, и все на свете, короче говоря. Будем проезжать, я не знаю, остановимся, не остановимся, посмотрим. Это, наверное, мясо. Да, а вот дальше, вот на камеру сейчас, она включена здесь? Да, включена. Вот дальше это уже Уральские горы. Конечно, это только начало. Но, кстати, надо сфотографировать обязательно. Вот Златоуст, Уфа, налево Учалы, направо Миас. Миас основан в 1773 году. Это вот где-то приблизительно в этих годах, наверное, осваивали Урал. Эпическая поэма. Там какая-то пробка светофорная. Там развязка света. Нет, не развязка, светофор просто там. Это кто, олень, да? Или лось? Лось, по-моему. Потому что Как-то его изобразили не очень. Еще тряпочек понавешали. Горный хребет. По-моему, здесь я вообще первый раз останавливаюсь. Обычно все это медленно, но едет. А что я-то сидел? Мне-то тоже надо было. Встали в пробку. Обычное явление. Пробка длинная. Не зря мы их ждали. Дождались. А где она? Она совсем переплюйка. Вот, наконец-то проехали мы эту пробку. Короче, сколько? Раза 4 наверное, останавливались, стоять. Но времени потеряли так прилично. Ну вот и начинаются первые подъемы. Все размалеванные. Вот такие вот красивые. Глаз радует. Коровки мирно пасутся. Вот они, настоящие горные хребты. Ну, мы, конечно, по ним не поедем. Не знаю, видно ли это на камеру или не видно, это далеко. Но надеюсь, что видно. Открывался такой обалденный вид, скажу я вам. Да и вообще здесь обалденно. И страшно, и опасно. Фуры ездят как попало, не все из них профессионалы. Приходится иной раз на педаль-то надавливать так, ага, будь здоров. Вот такая вот горища. Как-то мы ее будем объезжать слева, справа, не знаю. Судя по всему, справа. Доехали мы до следующего потока машин и уперлись в него. Километров в час из-за того, что какой-то водитель, владелец самосвала поехал, ему
как бы, я не знаю, в ночное время, когда выезжаешь, что ли, когда можно тебя обогнать. Он в дневное время выехал и вот такую процессию собрал впереди себя. Он не может, его фуры обгоняют, его обгоняют все, кому не лень, при первой же возможности. Пробочка собралась такая нормальная, а человек, начальник колонны, ему по барабану. Реже было бы. Да, здесь наверняка виды, конечно, вот какие. Ой, там какие виды сквозь деревья проглядывают. Газельки помешали. Златоуст. Наконец-то мы хотя бы до него добрались. Короче, вот такая вот кочерга. Едем зигзагами, то в гору, то с горы. Фур собралось неимоверное количество. Вот просто их много. Сейчас вот куда-то они, КамАЗ там их какой-то держал. Сейчас вроде подрассосались. Вообще лепота просто. Да? Так, здесь мы куда-то подъезжаем. Саткинское лесничество, Саткинский район. Вот так вот тут все красиво. Здесь я бы не стал. Стоянка гостиницы, сварочный пост, мойка, кафе. Все к вашим услугам. И даже вот такая вот потребанная машинка на стенде. Вернее, вот какая-то и мельница, и газончик скорой помощи. Прикольно оформили. Так-то красивенько. Ладно, едем дальше. Успела включиться или успела? Это Сатка. Город Сатка. Длинные спуски, подъемы. Красиво, конечно. Красиво. Величественно, я бы сказал. Хотя в прошлые разы, когда я ездил, я вроде не находил здесь ничего такого действительно мощного. А вот да, больше в пробках стояли. Вот тогда мы действительно перед Симом, я помню, очень долго стояли в пробках. Просто очень долго. Поэтому, а сейчас, когда уже, ну и, может быть, с повзрослением, так скажем, ощущается то, что ты едешь не просто так по какой-то там дороге, а через горы, через горный хребет, и он нифига не маленький. А слева у нас город Рязань. Только через лобовое стекло мы его не увидим. И река Юрюзань. И холодильники одноименные. Железная дорога здесь проходит. Справа красиво. Слева тоже. Ну, слева тоже. Ось, вот, значит, до Сима 53. Скатал 21. Такое ощущение, что сейчас дождь пойдет, да? Ну, что-то как-то это время сколько? 8, я тут. 8 часов. Мы подъезжаем к городу Сим. Вот у него такой интересный подъезд. Вот видите, вот там внизу, где труба, Смотри, Кира. это город. Город Сим. Город, в принципе, не деревня, нифига. А слева, ой, вернее, справа такая вот скала. Очень даже интересная. Слоями. Мама, все снизу дом. Здесь вот две скалы, два камушка. Мама, ты хочешь сфотографировать? Папа. Ну ладно, покажу. И мы его сейчас по полукругу объедем. Этот город. Вот так вот получается. Мы спускаемся, слева у нас Сим. И потом поднимаемся, и он исчезает. Мы уезжаем дальше. Кстати, вот там. Вот это вот городок. Городок Сим. Ну, конечно, когда это все зеленое, не знаю, будет ли передавать камера или не будет. Вот эти вот луга, так сказать. Очень красиво смотрится. Да. Город Металлургов.
мы не доехали до Уфы, там пару десятков километров. Остановились в гостинице. Нормально, да? Ну, чисто, конечно, запах вот этот, от сырости все-таки, этой, какого, хлора вот этого. Ну, с другой стороны, значит... Нормальная, чистая. Значит, с другой стороны, все моют и все чистят. Ну, двухместный номер, 2 полутораспальные кроватки, телевизор, кондиционер. На улице комары присутствуют. Вот такой шкафчик. Да? Температура в номере вот 25 градусов. Все, мы заехали, в принципе. Зачем-то спросили номер машины. А я всегда спрашиваю же. Да. Ну это, видать, чтобы с остальных брать деньги, а с этого номера не брать деньги. Вот для чего они. Ну все, мы в принципе довольны. Как бы день был насыщенный. Мы, получается, откуда? Мы из Тюмени приехали. 800 километров махнули все-таки. Сколько у нас было? 860, да, по-моему? Так что, в принципе, нормально. У Максима Михайловича планы вообще грандиозные. Он говорит, я в 6 утра встаю, рву когти, короче, и ночью буду в Орле. А как не будет? Будет, конечно, куда не денется. Вот еще все санузлы же показывают. Нет, я не поеду. Ты что? 1000 с лишним километров. Не, на 2 дня растянуть. А, ему дали ближе. Да не ближе, ему даже дальше получается. Почему? Вот. Москва же ближе. Москва ближе, да, но... Нет, ну мы тут как... ближе к Москве. Орел ближе, да. Там разница, блин, там 200 километров нету. Вот. Тут, короче, вот этим выключателем выключается вытяжка. Ну, обыкновеннейший. А зачем в туалете радиатор? Это нагреватель, по-моему. Да? Воды или что-то. По-моему, это отопление. Вот, радиатор отопления. А, я не... Ну да ладно, бог с ним. В принципе, главное, да, туалет есть, душ есть, умывальник есть. Зубы почистить можно, в туалет сходить можно. При желании можно ополоснуться. Я думаю, грязнее мы не станем. Ну и вот водонагреватель. В принципе, спартанские условия, но тем не менее это пойдет. Это недорого. Да. Сейчас пойдем покушаем. Опять покушаем? Мы же недавно кушали. А когда мы не... А, да? Мы же вот в сказке-то кушали. А я кофе хочу попить. А, на ночь? Не, ну ты хочешь иди. У них если растворимый, я это попью. Я кушать не хочу. Короче, как-то Мы так. животные так давно ели. А я забыл, что мы ели, точно. Мы... Что там, час назад, наверное, да? Сказки живут. Даже не Это вообще нормально поужинать. Да я еще чувствую, что у меня живот-то полный, а привычка-то уже осталась. Если заселились, надо пойти похавать. Не, я не хочу. Ну, ясно. Я забыла. Все. Там, короче, какая-то интересная передача идет про этого самого Стас Натанзон рассказывает по новостям. Про Зеленского. Тихо, что такое? Ой. Ладно, все, наговорил тут всяких покостей.